Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии и за то, что вы у меня есть. Мои дорогие, для меня очень важны ваши лайки, для меня очень важны ваши комментарии, потому что это единственный способ обратной связи. Благодаря вашим лайкам и комментариям я узнаю, насколько моя работа вам нужна, важна и полезна. Так что еще раз земной вам поклон за то, что вы есть у меня в моей жизни. Тема сегодняшнего гадания на любовь. И звучит она так. Что он думает о вас? Любит ли он вас? Давайте вот прям на чистоту посмотрим, без всяких купюр. Есть любовь, либо нет. Любит, не любит, да? Чтобы вот четко для себя понимать. Пожалуйста, кому тема интересна, кто не боится узнать правду, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о человеке, который вам интересен. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать, что он рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Думаешь ли ты обо мне? Назовите его по имени. Скажи правду, любишь ли ты меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, думает ли о вас загаданный человек, что он о вас думает. И главный вопрос, любит ли он вас, есть ли любовь, любит ли он вас, есть ли любовь. Скажи нам правду, любишь ли ты, есть ли любовь, есть ли чувство, что происходит. Так. Ну что, мои дорогие, что я хочу вам сказать? Думает ли загаданный человек о вас? Да, думает. Любит ли он вас? Он не знает. Честно, он не знает. Но я хочу вас сразу по этому песку предупредить. Я не люблю эти темы на общих гаданиях, но если выходит, куда уж деться, надо говорить. Я не сахарный предсказатель. Ради хайпа хорошие только новости не сообщаю. Я говорю то, что я вижу. Вот дама есть, дама, видите, какая дама, которая магичит. Здесь копыта дьявола. Знаете, магичит какая-то нехорошая женщина, да, на вас и на вашего мужчину. Здесь происходит что-то непотребное. Он у этой женщины как под колпаком ходит, понимаете? Под колпаком. Вот эта магия. Ну, это может быть и магия, а может быть очень сильное психологическое давление и влияние. Не позволяет человеку раскрыться перед вами, не позволяет человеку даже самому себе признаться в своих чувствах, мыслях и отношениях. Знаете, у этой женщины, она и сама что-то делает. И вот смотрите, видите, рогатое создание, которое на нее льет воду. Она обращается, причем она только по черному работает, вот именно ходит к черным магам, которые вот прям такую, знаете, жуть, мерзость наводят, вот прям такое густое, черное, противное, липучее, да, смола прям раскаленная, воняет, липнет, затягивает, вот этим занимается. Ну, дура, извините, но что сказать. Запомните, мои дорогие девочки, женщины, кто смотрит мое гадание. Ни одного человека в мире магия не сделала счастливым. Ни одного. Ни при каких раскладах, ни при каких ситуациях. Поверьте, это нельзя, это табу. Это всегда плохо, всегда. Лишение другого человека воли, но это просто
самый, на мой взгляд, страшный грех, да. Плюс такой человек никогда не будет счастлив. С таким человеком никогда. Он теряет свою суть, он начинает превращаться в животное, в зверя начинает превращаться. Причем зверя бешеного, понимаете. Человек тоскует, он готов лезть на стены, выть. Вот одержимость появляется, потому что живет в нем другая сущность, которая им управляет, да, понимаете. Вот, ну никогда, даже в случае, если там это ваш муж, у вас там 10 детей, а он ушел к любовнице, вы его магическим образом, значит, вызываете оттуда, к себе возвращаете, привязываете. Но не будет вам счастья от этого, вот поверьте, не будет. Я вот не про вас говорю, я говорю про вот эту даму. Ну, глупая какая-то, да, она свою жизнь губит, его жизнь губит и вам мешает по жизни. Магичит, что скажешь? Магичит вот. Либо магичит, либо устраивает ему какие-то представления с антрактом. Это может быть его жена, это может быть его бывшая, может быть мама. Но мне больше идет это как любовница, да, жена, либо та, с кем он живет. Либо та, кто к нему там на него виды имеет, понимаете, вот любовница тоже. Может быть где-то, это не тема этого гадания, да, может быть мужчина когда-то где-то технически, да, оступился. Это не про любовь, это вот технически, да, но опять же таки, это не эта тема, это может быть и не так. Да, вот мне просто идет такая информация. Тем не менее, вот она вот просто с него кровь пьет, понимаете, кровь пьет. Мало того, вас она ненавидит, она вас знает, она вас видит, она где-то даже вот за вами ходила, хотела вам что-то сделать, девочки. Так что будьте аккуратны. Вот смотрите, когда тема-то про любовь, а у нас вот такая вот картинка вылезла, да. Картинка страшная, игнорировать я ее не буду. Как хотите. Тема не нравится то, что говорю, переходите на другие каналы, на другие видео. Я говорю то, что я вижу. Это очень плохой знак, он мне не нравится, поэтому я вас предупреждаю. Если вы где-то что-то замечали, либо у вас по состоянию здоровья ухудшения пошли, либо что-то где-то там в двери у вас было, знаете, что могло быть? Что-то налито, пролито, запачкано, иголочки, перышко, землица. Вот такие вещи. Если находили, во-первых, если найдете, вот слушайте меня, никогда не трогайте руками. Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. На бумажечку, на совочек, я не знаю, там палочкой, да, вот соскребли как-нибудь, руками не трогайте. Одевайте перчаточки, обязательно. Перчатки, чем плотнее, тем лучше. А вообще, если есть святая водичка, лучше вообще святой водичкой все понейтрализовать, да, сначала, потом уже это убирать. Несите на проточную воду. Если нет проточной воды, водоема, то тогда на перекресток кидайте, говорите: не мое, не беру, не мое, не беру, не мое, не беру. Все. Ну а так нужно, конечно, себя чистки делать, нужно защиту на себя ставить, потому что вот, ну, мне не нравится эта женщина. Я вижу, что она достаточно крупная. Смотрите, вот какую четверть занимает этот рисунок. Она не отступится, она еще будет тут устраивать вам представление, понимаете, вот такое идет. Она может вам звонить, она может вам угрожать. Да что угодно может делать, понимаете. Мужчина тоже может его дергать и звонить и угрожать. Вот. Так что нужно что-то с этой дамой делать, предпринимать. Что можно сделать? Ну, во-первых, послать ее далеко и подальше, чтобы она вообще, она, понимаете, она как-то влазит, она имеет ходы к нему. Вот, и так может, кстати, чем-то подпоить, может что-то подсыпать. То есть тут нужно отсекать, прямо в прямом смысле слова, от всего, чтобы она доступа никакого не имела. Это тот случай, когда лучше с мужчиной поговорить на чистоту, все это прояснить и выяснить, и уже окончательно поставить блоки, и чтобы она никаким образом к вам не подлезала. Вплоть до того, что, не знаю, там место жительства поменять. Да? Вот поверьте, бывают такие случаи, когда это очень важно. Так, вот этот морок, который она наводит на вашего мужчину, он ему просто, ну, как поперек дороги, да, не дает ему возможности ни работать, деньги зарабатывать, ни жить, ни здоровье, кстати, тоже могло у мужчины пошатнуться, усталость, апатия, раздражительность, нервозность, мог там начать прибухивать, да, вот как-то уходить, какие-то азарт, может быть, то есть какие-то вот все темные стороны начали вылазить, и это все это из-за этого вот липучего морока, который она на него насылает. То же самое, если она очень сильно его долбит психологически, вот поверьте, вот как дятел еще тут заправский, то
У мужчины тоже, понимаете, у него прям как смысл жизни уходит, да, смысл, да, смысл мне что-то делать, если я там все должен ей отдать, либо она там что-нибудь мне сделает, да, если я там с ней разведусь, я там, извините, с трусиками с одними останусь всего лишь. То есть тут, ну, давление конкретное. Что у мужчин к вам? Что у мужчины к вам? Ну, здесь любовь есть, вот как хотите, к вам любовь есть, но она не ярко выраженная. То есть любовь есть, она у него под сердцем, с другой стороны. На сердце он ее не выкладывает, потому что, ну, боится, что если он эту любовь официально всем, скажем так, представит, покажет, что закончится это каким-нибудь неприятным действием и для вас, и для него, да, особенно если вы в отношениях в треугольнике, если у него вот эта вот дама, это его жена, да. Следующий момент, опять же таки, для своего какого-то внутреннего спокойствия он тоже, скажем так, не желает это все открыто афишировать, потому что понимает, что если он будет об этом открыто так говорить, да, то нужно же дальше действовать, да, нужно же не только сказал там ам, да, либо гриб, нужно же и в грузовик полезать, да, а ему-то особо и предложить вам нечего, что он вам предложит. У него сейчас куча проблем, у него сейчас куча дел, даже по здоровью он себя плохо чувствует. Любовь есть, любовь у него в крови, в его венах, у него под сердцем, в его душе. Рано или поздно эта любовь, она как гейзер прорвется, это будет как вулкан, взрыв вулкана. И вот в этот момент, девочки мои, особенно те, кто в треугольнике, слушайте, что произойдет в этот момент. Любовь накроет. И он вот в этот день, в этот час будет вершиться его судьба. Либо он все бросит, на все забьет и будет с вами, и только с вами. Прям придет к вам вообще без ничего, скажет: все, я твой навеки, что хочешь со мной делай, вот только ты мне нужна. И с вами он придет и останется. Либо этот мужчина, он просто вырвет свое сердце, пойдет куда-нибудь там в лесу, его закопает, да, и будет жить вот роботом, бессердечным, безэмоциональным, сухарем. Это тоже может быть. Так что, мои дорогие, эта ситуация случится через 1,5-2 месяца. Понимаете, что час X он настанет. Это будет время, когда пионы цветут. Да. Красивые пионы. Я вижу, что то ли вы... Это пионы. Вам либо нравятся пионы, либо вы увидите какие-то очень красивые пионы. И в этот момент, когда у нас пионы цветут в мае, да, в этот момент это все решится. У него произойдет. Там взрыв будет. А девочки, еще хочу предупредить, что если мужчина такой возрастной, там может даже прям по здоровью ему ударить. Так что ситуация сложная будет. Это сложный мужчина, это проблематичный мужчина. Вот на гадание пришло реально сложное. Может, это для какой-то одной девочки даже гадание будет, но вы должны понимать, что мужчина такой. Жизнь сложная, ситуация сложная. Что зависит от вас? Ничего от вас не зависит. Сможете ли вы что-то сделать? Нет, ничего не сможете. Как вам поступать? Живите. Живите, радуйтесь жизни, наслаждайтесь жизнью. Не продавайтесь дешево, не уступайте себя за просто так. Понятно, да, что если в треугольнике, то тоже надо себе знать цену, чтобы мужчина понимал, да, хочу счастья, значит нужно платить. Вы недостойны быть номером 2, ваше место королевское, понимаете? Знайте себе цену, занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью. Это не ваша война и это не ваше дело. Да, это не ваша война, вы можете здесь пострадать, поэтому не лезьте. Пусть все идет как идет. Если же вы жена, и это разлучница, которая там что-то не может успокоиться, то же самое. Пусть мужчина с ней сам разбирается. Это не ваша война. Через 1,5-2 месяца дело решится. Дело решится, и мужчина... Вот понимаете, вот если вы жена, он все равно к ней не уйдет. Вот если она любовница, он ее пошлет. То есть я не вижу, чтобы у них что-то было. Если она его жена, тут вопрос другой. Либо он уйдет, либо он с ней останется. Почему? Потому что там их, кроме магии, еще и другие вещи связывают материального характера, материального толка. Вот
Она его так охомутала, так его окрутила, что ему, бедненькому, не взлететь, не подпрыгнуть. Вот такая идет ситуация. Девочки, ну сложное гадание, сложный песочек. Дождитесь своего срока, все решится. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.